До начала основного культурного события в Ингушетии для представителей СМИ организаторы проводят пресс-конференцию. Открывает ее заместитель председателя Союза кинематографов России Ким Лаврентьев. Отвечая на вопрос о будущем ингушского кино, он отметил, что кинофестиваль «Золотая башня» уже 6-й год доказывает, что кино в Ингушетии во всем Северокавказском округе развивается и совершенствуется. Фестиваль будет каким-то толчком к дальнейшему развитию кинематографии на Северном Кавказе. И будут такие успехи, как это было 3 года тому назад, когда девочка, бухгалтер телевидения, сняла фильм, который получил главный приз нашего фестиваля жюри документальных кино. Первая дебютная работа была сделана на высочайшем профессиональном уровне. Нам нужно таких людей искать, поддерживать. Директор НИИ киноискусств ГИК Алевтина Чинарова в кинофестивале принимает участие не первый год. Каждый раз, признается, удивляют работы молодых режиссеров. Особое предпочтение отдают документальным фильмам. Их можно смотреть, затаив дыхание. Количество северокавказских фильмов, и в том числе ингушских фильмов. В прошлом году было гораздо меньше ингушских фильмов. И кое-что мы уже успели посмотреть в жюри. Должна вам сказать, что, конечно, вот здесь поднимался вопрос учебы. Мне кажется, что он очень существенен для тех, кто сегодня работает на телевидении. В основном это все-таки телевизионные фильмы. Это очень существенно. И вот в этом смысле хочу вам сказать, что сейчас есть такой проект, национальный проект «Культура», в рамках которых осуществляется повышение квалификации работников сферы искусства, культуры, но и в том числе кинематографии. Открывают 6-й кинофестиваль «Золотая башня» популярная актриса кино и театра Ирина Лачина и заслуженный артист России, актер театра Моссовета Андрей Межулис. Самолет, пролетая крылом, помахал. Это не Пиренеи и не Тадж-Махал. Ингушетии горы встречают гостей, долгожданных артистов и верных друзей. И снова в этом зале мы видим доброжелательные, уже знакомые нам лица. Это значит, что в Ингушетию пришел 6-й международный кинофестиваль «Золотая башня». На сцену выходит государственный ансамбль народного танца «Ингушетия». Зажигательная лезгинка и солисты заряжают своей энергией и хорошим настроением всех присутствующих в зале. Кинофестиваль «Золотая башня» традиционно собирает лучших и талантливых актеров. На участие в престижном конкурсе подали заявки авторы более 50 кинофильмов. Среди участников режиссеры со всех субъектов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Торжественное открытие кинофестиваля начинается. На звездную дорожку приглашают гостей и участников «Золотой башни», артистов театра и кино, членов жюри документального и игрового кино, руководителей министерств и ведомств. Марина Яковлева, заслуженная артистка Российской Федерации, окончила ГИТИС и сразу стала актрисой киностудии имени Максима Горького. За 6 лет в фестивале «Золотая башня» участвовали фильмы из 19 стран. В дань уважения к культуре каждого народа на сцену выносят государственную символику, флаги участниц 6-го фестиваля. Приветственный адрес от главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова зачитал министр культуры и архивного дела Ингушетии Тимур Дзейтов. Глава в своем обращении отметил, что фестиваль – это всегда яркое событие, вызывающее гордость не только за деятелей отечественного и зарубежного кино, но и за наших талантливых соотечественников, создающих фильмы на студиях Северокавказского региона. Надеюсь, что эта тенденция сохранится и дальше. Благодарю организаторов за неизменное желание проводить кинофестиваль на земле Республики Ингушетия. Желаю международному кинофестивалю «Золотая башня» успешной работы, полных залов, благодарных зрителей и творческого долголетия. Глава республики Махмуд Али Калиматов. Спасибо. Далее официально запустили 6-й кинофестиваль «Золотая башня». Министр культуры Ингушетии и заместитель председателя Союза кинематографов России Ким Лаврентьев. 6-й международный кинофестиваль «Золотая башня» объявляется открытым. Ура!
Если одни гости в Ингушетии традиционно приезжают уже в 6-й раз, другие здесь впервые. От фестиваля ждут только положительных эмоций и, разумеется, хорошего документального и игрового кино. На фестивале я впервые, и идея здесь возникла создание детской первой киношколы. Именно в Магасе, в Республике Ингушетия. И мы привезли в подарок для ребят, юных будущих кинематографистов, путевки на Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» в Орленок, где 21 день ребята будут участвовать в киносмене и погрузятся в творческий процесс съемки кино. Очень хорошо, что фестиваль проходит в центре Северного Кавказа, в Ингушетии, в сердце его, можно сказать. И Магас меня произвел потрясающее впечатление. Совсем юный город, который возник там 20 с лишним лет назад, но он выглядит уже потрясающе. Современный город и в то же время с традициями. Вот когда идешь по этой улице, которая венчается мечетью, строящейся, он производит громадное впечатление, а дальше горы. Вот это прекрасно все вместе. И люди, между прочим, производят впечатление особое, строгие, и в то же время радушные, доброжелательные. В этом году в конкурсной программе фестиваля примут участие 53 фильма из 9 стран мира. Свои работы представили молодые и уже с опытом режиссеры республики. В этом году от Ингушетии там 5-6 работ. 2 работы представила НТРК Ингушетия. Одну работу представила Лейла Гагиева, это папаха ингуша. И несколько работ у нас представил молодой такой режиссер Магомед Барахоев. И, конечно, мы очень рады, что вот с каждым годом все новые лица появляются вот именно в этом направлении у нас. И более того, сейчас в недалеком будущем мы будем открывать киношколу детскую и будем прививать любовь к кино к нашим детям. Также в этом году большую программу представили регионы Северокавказского округа. По решению оргкомитета фестиваля утверждены особые награды победителям. Конкурсные киноленты в Ингушетии будут показывать 4 дня. Помимо прочего, пройдут встречи жителей республики, артистов, театра и кино. А официальное закрытие кинофестиваля «Золотая башня» состоится 9 ноября. Именно тогда мы и узнаем, кто они – настоящие профессионалы, таланты и обладатели заветных золотых башен. Лина Сычуева, Асхаб Белакиев, Новости 24.